Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазбеку Таалдыевичу. Микрофон включите, пожалуйста. Уважаемые судьи, рассмотрев обращение правозащитного объединения Бердюйна и граждан, представителей Адилет, Алмазбекова и Кулатбекова, мы бы хотели обозначить свою позицию, что мы считаем, что в данном случае те доводы, которые они приводят, мы считаем, они не соответствуют, не обоснованы. И данная норма, то есть речь идет о статье 5, часть 2 закона о поддержке государственной поддержке кинематографии в Кыргызской Республике и статье 6 в целом. Да? И поэтому мы считаем, что эти две нормы, они не противоречат. Что говорит статья 5? Цензура аудиовизуальных произведений не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьей 6. Действительно, в Конституции написано, цензура не допускается, статья 5 тоже говорит, не допускается, но однако пишет, что за исключением случаев отсылку делает. Статья 6, что тут у нас написано, что концепция фильма не должна содержать, ну, здесь уже много раз говорили, не должна призывать к изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета, территориальной целостности, пропагандирование. Я не буду все, несколько раз уже озвучивали эту статью. Соответственно, если эту статью так повнимательнее посмотреть, это выдержки с Уголовного кодекса, то есть нельзя разжигать межнациональную рознь и нельзя распространять порнографию. В принципе, это нельзя часть первую, то есть абзац 1 статьи 6 расценивать как цензура, какие-то ограничения. Возможно, что какие-то должностные лица департамента кинематографии неправильно растолковали и неправильно применили. Но мы сейчас должны рассматривать вопросы права, потому что Конституционный суд занимается только вопросами права. Данная статья, часть абзац 1 статьи 6 ничего не говорит про какие-либо цензуру. Это есть определенные ограничения, которые допускает та же 10 статья Конституции. Сегодня уже задавали этот вопрос, который направлен на защиту нравственности подрастающего поколения. Статья 23 в целях безопасности государства, территориальной целостности, общественной безопасности, нравственности могут устанавливаться ограничения законом. Данный предмет, что мы обсуждаем, это закон. Соответственно, она соответствует Конституции. Конституция говорит, что могут допускаться ограничения в целях сохранения государственной целостности, безопасности. 23 статья. Соответственно, данные ограничения были установлены законом, не кем-либо. Возможно, Арыкову надо было, то есть было бы разумнее обжаловать свое действие вкупе с положением, утвержденным правительством, который устанавливает порядок определения, что относится к допустимости, недопустимости. Но мы только по предмету обращения. Поэтому в данном случае, если какие-то неправильные действия сотрудников департамента, которые привели к вот этому, но оно не должно ставить под сомнение, что государство в своем законе о государственной поддержке кинематографии, она говорит, что, пожалуйста, снимайтесь. Это не является ограничением. Это есть общепринятые, всеми допускаемые ограничения. Вот если мы берем конкретно, если взять Международный пакт о политических гражданских правах, там тоже, например, у нас допускается международные, даже общепризнанные международные документы, они допускают, что должны быть ограничения, которые должны соответствовать, быть разумными, допустимыми. Сейчас я. Вот.
согласно пункту 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, к которому мы присоединились, говорится, пользование правом свободного выражения своего мнения налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми для уважения прав и репутации других лиц, для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. То есть сегодня Арыков Телек он же сказал, у нас есть механизмы вот, разумные, можно обратиться в суд, человека могут посадить, но это последствия. Потому что если можно снять фильм про кого-то, оскорбить, распространить этот фильм, а после этого, пожалуйста, подайте на меня в гражданском порядке, защитите свои права, это не есть справедливость. То есть государство не должно допускать, чтобы эти фильмы вышли в прокат, которые позорят честь, достоинство другого человека. Либо снять порнографию и распространив потом, ну ладно, посадите, я был неправ. То есть это последствия, с которыми мы должны, это должно быть превентивно бороться. Поэтому те доводы, которые Арыков привел, говорит, есть у нас гражданское право, уголовное право, это не должно быть. Мы, общество, должны защитить, то есть превентивные меры, которые это допускаются. И вот всеобщая декларация, Международный пакт говорит, должно быть законом, в целях, которые полностью соответствуют 6 статье. И поэтому в данном случае Толикан Асаналина тоже сказала, вот Бердюйно проводит конкурс, мы заседаем комиссию, сами допускаем. Но это же тоже вид цензуры. То есть государство не может проверять фильмы, ну а Бердюйно проводит свой конкурс, они, оказывается, могут определить, какие фильмы допустимы, недопустимы. То есть примерно схожая ситуация. Да? Но в данном случае я считаю, что если департамент кинематографии должен поступать следующим образом. Получил, посмотрел, лицензионное удостоверение дал. Но если у тебя есть сомнения, я здесь отчасти прав, если есть сомнения по какому-то фильму, пусть департамент назначит экспертизу. Получив экспертизу, на основании этой экспертизы отказывает людям. То есть, чтобы они не бегали, ну, чтобы 3 человека не решали судьбу, судьбу человека, который, может, этот фильм год снимал или что-то писал, производил. Поэтому в данном случае в части процедурных моментов, но это не в этом производстве. У меня все. Поэтому считаю, что статья 5 отсылочная, 6 в целом, она не противоречит указанным нормам Конституции. Спасибо.